Ислам сделал посещение больного поклонением Аллаху и даровал большую награду тому, кто находится на пути к больному или в больнице, в которой лежит больной. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто навестил больного или брата по вере, тому будет провозглашено: благословен ты и твой путь, и уготован тебе дом в раю». Пророк, да будет мир над ним, сказал: «Мусульманину, навещающему другого мусульманина, Аллах посылает 70 тысяч ангелов, молящихся за него. Если посещение было днем, они молятся за него до вечера, а если оно было ночью, они молятся за него до утра». Желание подарить радость больному сподвигло солистов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова посетить пациентов психоневрологического центра лечения и реабилитации детей, в котором на сегодняшний день находится 90 девочек и мальчиков от 1,5 до 10 лет. Солисты филармонии привезли детишкам не только праздник песни и танца, но и вполне осязаемые подарки. Каждый из детей получил развивающие игры, принадлежности для лепки, раскраски, альбомы, краски. А самой лечебницей Тамара Денельханова преподнесла музыкальный караоке-центр, чтобы детишки не только могли слушать музыку и танцевать под нее, но и сами пробовать свои силы в исполнении любимых песен, а также радиотранзисторы в каждую из групп. В завершение праздника Тамара Денельханова заверила сотрудников и пациентов центра, что берет над ними музыкальное шефство и будет привозить им концертные программы по меньшей мере раз в месяц. Здесь находятся такие самые, наверное, ущемленные дети, с рождения ущемленные, потому что они больные, они отстают в развитии, и, мне кажется, они больше всего нуждаются в внимании. Увидев реакцию детей на музыку, ощутив их радость и благодарность, уже просто невозможно отказаться от возможности получать это ни в чем не сравнимое душевное отдохновение.